Считанные дни остаются до закрытия автозимников. Северные арктические районы успевают принять последние грузы. Как в республике завершают работы по завозу, в нашем следующем сюжете. На севере каждый второй – заядлый охотник и рыбак. Здесь почти во всех гаражах рядом с авто бураны. За ценами на топливо многодетный отец Александр Филиппов из Жиганска следит внимательно. Опасается роста тарифов. Завоз вроде нормальный, бензин всегда есть в наличии. За литр бензина сейчас просят, заправка Саханнефтегаз будет 50 рублей. Говорят, еще повышение будет. Не знаю, как дальше будет, посмотрим. А так качество топлива вроде нормальное, ничего, машина ездит. В северных и арктических улусах завоз традиционно проходит непросто. В этом году ситуацию осложнила погода. Неожиданно теплая. Зимники в Колымскую группу улусов открылись позже сроков. Но тем не менее, с учетом того, что у нас все дорожные предприятия нормально отработали по своим срокам, по открытию содержанию автозимников, такие сложные участки, как Нижнеянск, Усть-Куйга, Батагай, далее, направление у нас по Ивано-Батантайскому району, по Момской группе, Нижняя Колыма, Средняя Колыма, обеспечена своевременная доставка всех грузов. Самая острая ситуация с завозом нынче стояла в Среднеколымском районе. Уголь продолжают доставлять с учетом запасов. Впрочем, нужно успеть доставить во все северные и арктические районы. Все объемы должны быть завезены до конца апреля текущего года. В основном сейчас осталось завести объемы топливно-энергетических ресурсов для нужд северных и арктических улусов, таких как Анабарский, Алайховский, Абыский, Момский, Среднеколымский и Нижнеколымский. Пошли в плюс. Объем запланированных правительством республики грузов 644 тысячи тонны. Завезено уже 658 тысяч. Это связано с изменением схемы завоза с водного транспорта на наземный. Также в этом году добавлена техника, работающая на автозимниках. Так, только на дорогах в Среднеколымском улусе вместо постоянных 30 нынче работали 50 единиц техники. Эту тенденцию правительство республики планирует поддерживать и в дальнейшем. Сарглана Захарова, Анна Васильева, Мария Аполлонова, Семен Семенов.